В Ухтинском микрорайоне Подгорный завершили большой ремонт местного дома культуры. Финалом масштабного преображения стало долгожданное открытие зала и сцены, которые более 10 лет почти не использовались из-за аварийного состояния. Подробности у Виктории Науменко. До ремонта в зале при любом неосторожном движении эта сцена могла просто провалиться под ногами юных танцоров. Пол был прогнивший. А потому по назначению подмостки не использовали почти 13 лет. В последние 2 года из соображений безопасности и вовсе танцевали только в фойе. Теперь ребята усердно репетируют номер на сцене Дома культуры. Без опаски хлопают, топают, прыгают. Клуб раньше был у нас очень, залы очень старенькие, сиденья все поломанные. Он у нас не работал. После, как сделали ремонт, освещение стало очень хорошее, и сцена очень красивая, и стулья удобные. Теперь тут вновь идут концерты и занятия. Молодой культорганизатор и педагог хореографии Дарья Панина пришла работать в клуб в этом году и увидеть такую приятную картину даже не ожидала. Мне очень понравился, как сделали здесь ремонт. Зал очень светлый, просторный, хорошая аппаратура, одежда сцены. Конечно, я, признаться, не ожидала, что в клубе может быть все так хорошо сделано. Оборудование, кресла и одежду сцены приобрели при поддержке всероссийского проекта «Местный дом культуры». А отремонтировать зал удалось на средства городского бюджета. На его восстановление администрация выделила почти 2 миллиона рублей. Хватило и на кладовую, артистическую, досуговую на 2-м этаже, которые раньше напоминали большой склад. Теперь комфортно и сотрудникам. Нет, такого не было. Ремонта не производилось никогда. В первый раз у нас прошел ремонт. Сейчас очень уютно, тепло. Хорошо, всем нравится. Клуб, построенный в 1974 году, до этого не видел ремонта, а за год преобразился до неузнаваемости. Федеральные программы, городская казна собирали с миру по нитке. Неоценимой стала и помощь проекта «Народный бюджет». Нам выделились 265 тысяч, и на эти деньги мы установили окна и тамбур. Так, это, значит, 12,5 тысяч это люди собрали у нас, 26 тысяч выделил город, остальное все из республиканского бюджета. Сейчас клуб переживает буквально второе рождение. Обновление материально-технической базы, новые кадры и, конечно, воспитанники и кружки. Так, в этом учебном году ребят приняли 12 творческих объединений. Виктория Науменко, Павел Лагутин, телеканал Юрган, Ухта.